Азиатский банк развития. Таджикским властям необходимо встать на защиту трудовых мигрантов. Очередная должность зятя Мирзияева. Новое задержание в Вахдате за организацию домашнего медресе. Правительство Таджикистана должно заниматься регулированием оттока трудовых мигрантов, обеспечением их безопасности и благополучия, а также защитой их чести и достоинства в странах пребывания, говорится в опубликованном 9 декабря докладе Азиатского банка развития о поддержке таджикских мигрантов, пишет Азия Плюс. Отмечается, что главным локомотивом экономического баланса в стране является трудовая миграция. Миграция снижает уровень безработицы и способствует притоку валюты. Денежные переводы таджикских мигрантов в 2019 году составили 2,7 миллиарда долларов, что равняется 33,4% прошлогоднего ВВП республики, говорится в публикации. В докладе говорится, что подавляющее большинство таджикских трудовых мигрантов, 85%, это молодые выходцы из сельской местности в возрасте от 15 до 44 лет. Около 98% из них едут в Россию по нескольким причинам, а это сравнительно понятный язык, значительная разница в зарплате, а также безвизовый режим и тому подобное. Также отмечается, что большинство мужчин-мигрантов работают в строительном секторе в качестве неквалифицированных рабочих, а женщины-мигранты работают в сфере обслуживания. В отчете подчеркиваются многочисленные проблемы, с которыми сталкиваются мигранты на чужбине. В частности, говорится, что большинство мигрантов из-за низкой квалификации и правовой неграмотности, а также безысходности готовы принять любые условия работы. Такие условия приводят к трудовой эксплуатации со стороны работодателей, злоупотреблениям со стороны полиции и вымогательству со стороны преступников, считают авторы отчета. Кроме того, в тексте исследования подчеркиваются ксенофобские настроения в России, о которых рассказывают мигранты по возвращению на родину. Указывается, что большинство мигрантов живут и работают в крайней бедности и суровых условиях в переполненных квартирах для экономии денег, что отражается на их здоровье. В докладе говорится, что миграция является важнейшим средством существования для граждан Таджикистана и необходимо принять соответствующие меры для защиты таджикских мигрантов за рубежом. Кандидатура младшего зятя президента Узбекистана Атабека Умарова выдвинута на должность вице-президента Олимпийского совета Азии. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета. Накануне, 9 декабря, состоялось внеочередное заседание исполкома Национального олимпийского комитета Узбекистана, в ходе которого обсуждалась подготовка к Генеральной ассамблее Олимпийского совета Азии, ОСА, которая состоится 16 декабря в Маскате, Оман, и рассмотрение кандидатуры руководством ОСА Узбекистана на пост вице-президента организации. На заседании исполкома на должность вице-президента Олимпийского совета Азии был выдвинут Атабек Умаров. Отмечается, что Узбекистан впервые выдвигает своего кандидата на пост вице-президента ОСА. Напомним, что с приходом Мирзияева к власти в Узбекистане, как это заведено в режимах Центральноазиатского региона, близкие родственники президента не перестают получать высокие посты, несмотря на явную некомпетентность и аморальное поведение. Министерство внутренних дел Таджикистана сообщило об очередном задержании жителя города Вахдата по обвинению в организации медресе на дому. Как сообщает пресс-центр МВД, по подозрению в организации медресе задержан 48-летний житель сельского джамуата Семигандж города Вахдата Абдуалим Ашуров. Как отмечается в телевизионном сюжете, подготовленном пресс-центром МВД, Абдуалим Ашуров организовал у себя дома медресе по обучению основам ислама и чтению Корана детей и подростков. Напомним, что власти Таджикистана не так давно уже задержали в городе Вахдат местного жителя, который занимался обучением детей и подростков основам ислама.
Напомним, что за время нахождения у власти режим Рахмона под предлогом борьбы с терроризмом ликвидировал абсолютно все медресе в стране. Кроме того, было закрыто около 2000 мечетей, построенных на деньги населения в разные периоды времени. Появление подпольных медресе – закономерный итог политики государства в отношении религиозного образования. Спрос на изучение ислама крайне высок, и таких нелегальных школ, как закрытая правоохранителями, на самом деле очень много, считает таджикский политолог Абдумалик Кадыров. При этом Комитет по делам религии страны отрицает необходимости в открытии медресе. По словам комитета, такой потребности у населения нет. مذهب بفهمم میخواستم فرزند ما را اونجا خانه خود مانداج خانه